обстоятельства были связаны с тем, что я вырос в селе. Примерно происходило и у нас тоже в 90-х годах. Первый кыргыз поднялся на высочайшую точку мира. У нас есть одна большая проблема вообще и у молодежи. Она исполнилась уже. Моя заветная мечта. Если честно, нет. Я пришел в свою профессию практически по стечению обстоятельств. И обстоятельства были связаны с тем, что я вырос в селе, и мне надо было помогать своей маме. Я вырос без отца, и для того, чтобы помогать своей маме, я выбрал, для того, чтобы для нее не было финансовой и материальной нагрузки, я выбрал карьеру военного, для того, чтобы мог себя обеспечивать с 17 лет. Поэтому я пришел к этой профессии практически по обстоятельствам. Вы знаете, интересных историй была масса. Видите, я какое-то время был курсантом военного училища 3 года и студентом университета, Кыргызского государственного университета. Вот. Таких слишком смешных историй не было, потому что мы уже достаточно взрослые, серьезные были ребята, поэтому... Но мы жили в 90-х годах, вся история, которая там показывалась в фильмах, в модном фильме сейчас «Слово пацана», примерно происходило и у нас тоже в 90-х годах. Могу более четко сказать, не привычки, а как бы установки своей жизни. Ну, прежде всего, я думаю, это дисциплина. Дисциплина вообще делает человека невероятным. Я практически вырос без талантов в своей жизни, но все, что в своей жизни я достиг именно используя свою дисциплину. И второй момент, очень важный момент, то, что я никогда не сдаюсь. Ни при каких обстоятельствах, ни при жизненных, ни при спортивных, ни при каких-то других обстоятельствах у меня не было такой ситуации, когда я хотел сдаться. И это приводило меня не только в спорте, в жизни, в бизнесе к большим достижениям. Поэтому 2 привычки или 2 установки, которые формируют ключевой момент, это дисциплина, вера в себя. Ну и третья важная вещь, это, возможно, связано с тем, что ежедневно, каждый день делать маленькие добрые вещи, приносить пользу не только себе, но и обществу, народу и, скажем, тем людям, которые для тебя дороги. Заработанные деньги. Ну вот вы знаете, я учился в военном училище, Курганское высшее военно-политическое училище. Это один из лучших военных вузов Советского Союза. Я поступил в 1989 году. Но первые мои заработанные деньги я получал повышенную курсантскую стипендию. Это было примерно в районе 70 рублей. И это был большой заработок для меня. Это практически равнялось среднему заработку трудящегося человека на тот момент. И я копил эти деньги для того, чтобы помогать маме своей. Я собирал в полгода все, что получал стипендию, и потом переводил маме из России, переводил маме на Иссык-Куль. И таким образом помогал ей. Знаете, у меня вообще вот такой очень четкий принцип в жизни. Я не люблю гоняться за модой. В плане того, что вот это модно читать, вот это нужно читать. Или есть какие-то специальные, какие-то жесткие установки. Читайте эти 10 книг, и вы станете лучше. Нет, я считаю, что в реальной системе это не работает. Надо читать то, что вам по душе. Можно читать легкие вещи, можно читать сложные вещи, можно читать исторические материалы, можно читать приключенческие вещи. Все, что душа сейчас на данный момент просит, нужно то читать, а не то, что предполагает или определяет вам общество. И я, когда слышу вот эти варианты, 10 книг ты должен обязан прочитать, и ты изменишь свою жизнь, это не работает. Надо читать то, что желает твоя душа. И вот тогда твой внутренний мир будет иметь содержание. Она исполнилась уже. Моя заветная мечта или цель – это подняться на Эверест, чтобы первый гражданин
первый кыргыз поднялся на высочайшую точку мира, чтобы колпак и наш красный флаг был на этой вершине. Это было для меня очень ключевой и сильной мечтой, и я ее сумел реализовать. И вы знаете, очень важная вещь. Мечта, вообще сильные вещи в нашей жизни рождаются в детстве. И когда мы взрослеем, когда вот этот материальный мир, что нам нужно подниматься, расти, потом у нас появляются дети, нужно поднимать детей, и мы начинаем в это время, когда взрослеем, мы начинаем забывать о своей мечте. И вот моя большая внутренняя заслуга перед собой в том, что я, несмотря на то, что это была моя детская мечта, повзрослев, я не забыл о ней. И в 49 лет я вернулся за детской мечтой и исполнил. И Эверест изменил мою жизнь просто на все 180 градусов. И я благодарен, потому что это восхождение сделало для меня, внесло огромный вклад для моего личностного развития, для моего миропонимания, для моей роли в кыргызской общественности, а для моей роли среди кыргызской молодежи. Поэтому Эверест сделал для меня многое. Но я не предал свою мечту, не оставил. И вот в 49 лет, представляете, в 9 лет эта мечта зародилась, в 49 лет она реализовалась. Я 40 лет к ней чисто шел, да? Поэтому не предавайте свою мечту, двигайтесь и реализовывайте свои большие цели, потому что без больших целей жизнь никогда не будет иметь глубокого и сильного содержания. У нас есть одна большая проблема вообще и у молодежи, и у кыргызской, у кыргызского общества. Мы вот, например, придаем очень много внимания внешней форме. Да? Мы тренируемся, спортом занимаемся для того, чтобы выглядеть внешне красиво. Да? Это неплохо, это хорошо. Но часто мы забываем о том, что вот эта наша внешняя оболочка, внешняя физическая оболочка должна быть наполнена очень чистым и добрым внутренним глубоким содержанием. Да? И, к сожалению, мы придаем очень много значения форме, выглядеть красиво, хорошо, но при этом остаемся, может быть, не совсем лучшими во внутреннем своем мире. Да? На данный момент, вот здесь и сейчас, я очень много вкладываю в свое личностное развитие. Я продолжаю также много читать, продолжаю заново учиться, открываю для себя новые науки, новые ресурсы, новые возможности, новые темы, поэтому все впереди. Даже в 52 года все впереди. Не формируйте кумира, не формируйте какую-то культовую личность для себя. Это тоже не работает. Если это даже работает, но вы проживаете жизнь этой личности, но не свою. Это практически становится фальшивой жизнью. Поэтому я черпаю энергию от общения с простыми людьми, от того, что я вижу, от спортсменов, от людей, которые рядом со мной, от альпинистов, от просто людей, которые ко мне проявляют внимание. Поэтому от общества. Я стараюсь находить в очень скромных, простых вещах, в очень скромных, простых людях большое достоинство. И я считаю, в этом очень правильный смысл есть. Вот. Мы не должны заморачиваться на каких-то великих личностей и не делать из них для себя какой-то невероятный пример. В конечном итоге вы можете стать лучшим примером для общества, для молодежи. Поэтому растите, двигайтесь, становитесь лучше. Вот. И в простых людях. В общении с простыми людьми, с обычными людьми находите достоинство. Вот это будет главное, мне кажется, главный урок и главный стимул для развития нашего. Я считаю, что если мы говорим о молодежи, о студенчестве, это образование. Ничего не может нас изменить. Добавленная стоимость, человеческая добавленная стоимость – это образование. Мы, люди, все практически равны. У нас 2 ноги, 2 руки, 1 голова. Мы практически, Всевышний дал нам всем равные возможности. Мы появились на свет практически с одними теми же способностями, ресурсами и возможностями. Но именно образование нас делает лучше, глубже, сильнее. Поэтому я считаю, образование – это ключевой, очень главный элемент нашей жизни. Да?
Вот. Ну, вот, например, я оборачиваюсь, смотрю на свою собственную жизнь, я считаю, что воспитание от родителей, средняя школа и высшее образование, которое я получил, они были просто настоящим фундаментом моей жизни. Поэтому образование. И образование должно быть настоящим, не для того, чтобы получить, извиняюсь, диплом, не для того, чтобы иметь какую-то рамку или там сертификат, а для того, чтобы иметь именно те знания, которые могут принести пользу тебе и обществу. Ну, вы знаете, студенчество – это же очень яркое время, когда мы очень чаще всего мы тратим очень много времени на свою вот эту жизнь. Ну, понятно, мы в это время влюбляемся, дружим, у нас много появляется больших интересов, но в это время не нужно растрачивать себя на очень много, на многие лишние вещи. Да? Сделайте для себя главную установку: учеба, развитие собственного «я», собственного внутреннего содержания, и все остальное придет, Также проявляйте дисциплину, упорство для физического развития, умственного развития, для личностного роста. А любовь, дружба, отношения – это будет производным от того, что вы будете иметь.